Сегодня ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента России – журналиста Ксению Собчак и председателя ЦК партии коммунистов России Максима Сурайкина. Накануне аналогичную процедуру прошли действующий глава государства Владимир Путин, председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей России председатель партии «Роста» Борис Титов и главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук, лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Председатель Центра избиркома назвала этот случай беспрецедентным в истории выборов. С учетом выдвинутых парламентскими партиями председателя ЛДПР Владимира Жириновского и директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина от КПРФ, это уже 8 кандидатов. Похоже, именно столько фамилий увидят избиратели в своих бюллетенях 18 марта. Впереди предвыборная борьба, и местные региональные штабы к ней, похоже, уже подключились. В ближайшие дни региональный избирком определится с перечнем территорий, где будет проводиться досрочное голосование. В Коми оно стартует 9 марта. Планируется охватить около 1,5% населения. Это те граждане, которые проживают в отдаленных населенных пунктах. Традиционно мы используем для этого железнодорожный транспорт, вертолеты. В силу того, что выборы у нас сейчас проходят в марте, будем использовать бураны, транспортные средства высокой проходимости. То есть дойдем до каждого избирателя. Организации оказывают содействие, которые, в частности, организуют работы вахтовым методом, в частности, предоставляют вездеходы для того, чтобы члены участковых избирательных комиссий могли добраться до отдаленных вахтовых поселков и предоставили возможность проголосовать на выборах президента Российской Федерации каждому гражданину, который в силу своих служебных обязанностей, трудовых обязанностей оказался вдалеке от места своего жительства. То есть до каждого избирателя мы дойдем. Елена Кононова расскажет о том, чем оживлена предвыборная политическая жизнь в нашей республике. Не сбавлять темпов работы, не отвлекаться на самопиар в период предвыборной кампании. Такую задачу перед региональным отделением ЛДПР поставил депутат Госдумы Кирилл Черкасов. На днях парламентарий встречался с партактивом местных либерал-демократов. Работу Коми отделения народный избранник оценил высоко. Были в нескольких районах, встречались с активом, встречались с нашими членами участковых избирательных комиссий, с депутатами местных уровней власти. Провели работу, встречи, они тоже рассказали о тех вопросах, которые у них возникают, о проблемах, которые сегодня есть в районах Коми. Ну и, конечно, взаимодействие с центральным штабом, с Москвой, с председателем партии очень важно для регионального отделения, важно для нас. Это главные выборы страны. В региональный штаб Путина уже с утра подтягивается молодежь. Это будущие волонтеры, которые пожелали лично помогать в предвыборной кампании. Стать им может любой желающий. Главное – ответственность, порядочность и доброжелательность. Они регистрируются на сайте, выбирают функцию «Стать волонтером», указывают свои параметры. Мы приглашаем на собеседование, говорим о том, что то или иное направление занято, но вы можете попробовать себя в другом направлении. И тогда человек сам принимает решение, готов ли он работать на этой функции или нет. Информационное сопровождение, организация предвыборных мероприятий, наблюдение за процессом в день голосования и многое другое. Все это ляжет на плечи добровольцев. А работы немало, подчеркивает доверенное лицо Путина Мария Кузьбожева. Всего в штабе 14 членов, у каждого своя зона ответственности. По всей республике есть муниципальные свои штабы поддержки нашего кандидата. Мы будем по взаимодействии с ними, по их запросам, по их пожеланиям встречаться там, где это необходимо. Вполне может быть, что многие муниципалитеты обойдутся своими лидерами общественного мнения, их немало. И местная проблематика им лучше известна, чем кому бы то ни было. Но по их просьбе, по их заявлениям мы будем выезжать в регионы, в районы, населенные пункты. У нас 2 доверенных лица для того, чтобы проводить встречи с избирателями. Коммунисты Коми тоже не сидят сложа руки. В Сыктывкаре партийцы собирались на пикет в рамках всероссийской акции за социальную справедливость. 20 членов КПРФ провели его в поддержку кандидата в президенты Павла Грудинина. В начале пикета прохожим раздавали газету «Правда Коми» и буклеты о совхозе имени Ленина, директором которого является Грудинин. Участники пикета отметили важность участия в предстоящих выборах. Газетку, пожалуйста, возьмите.
В региональном штабе кандидатов в президенты Сергея Бабурина спокойно. Впрочем, как здесь говорят, лишь внешне. Члены партии Общероссийского народного союза определяются с приоритетами в предвыборной кампании своего кандидата. Мы должны определиться с агитацией, с направлениями агитации, те, на которых мы будем акцентировать для того, чтобы показать себя и выделиться от других. С 18 числа, когда будет дано разрешение на агитацию, мы будем выступать в средствах массовой информации, на телевидении, производить встречи с избирателями. Активная работа, как заверяют в местных штабах, сейчас идет и у других кандидатов в президенты. Бориса Титова от партии Роста и Григория Явлинского, представляющего Яблоко, Ксении Собчак, выдвинутой партией Гражданская инициатива, а также Максима Сурайкина от Коммунистов России. Елена Кононова, Таисия Жакова, Алексей Паршаков, телеканал Юрган.